Сегодня у нас будет замечательный вебинар, консультационный час. Мы сегодня поговорим о психологической готовности ребенка к школе с нашим консультантом Цветковой Анной Валентиновной, человеком, который работает в ПМБК и как раз-таки занимается вопросами психологической готовности ребенка к школе. То есть выявляется на уровне ПМБК, готов ли ребенок к школе, к какому обучению ребенок готов к школе, насколько готов по каким-либо параметрам к школе. Ну и сейчас предоставляю слово вам, Анна Валентиновна. Будьте добры, пожалуйста. Спасибо. Ну, во-первых, все-таки готовность к школе еще и определяется педагогами-психологами. Вы можете обратиться к педагогу-психологу образовательной организации, дошкольной образовательной организации, школьной, которые проведут специальные тесты, для того, чтобы узнать, готов ли ребенок к школе. А мы с вами сегодня сейчас простым языком поговорим о том, чтобы вы понимали, как родители, готов ли ваш ребенок к обучению в школе. Что такое вообще психологическая готовность к школе? Она возникает у детей не сама по себе, а образуется постепенно в играх, в труде, в общении со взрослыми сверстниками и непосредственно самой образовательной деятельности. Сейчас на слайде вы будете видеть составляющие психологической готовности к обучению в школе. Это мотивационная готовность, желание идти в школу, вызванное адекватными причинами, учебными мотивами, интеллектуальная готовность, когда ребенок все-таки имеет широкий достаточно кругозор по своему возрасту, запас конкретных знаний и понимает основные закономерности. Эмоционально-волевая готовность – это когда у нас ребенок умеет контролировать эмоции и свое поведение. И коммуникативная готовность, иногда в литературе и называют ее как личностно-социальную готовность. Это когда ребенок у нас с вами готов к общению и взаимодействию как со взрослыми, так и со сверстниками. И давайте более подробно поговорим о наших составляющих психологической готовности к школе. И первое – это интеллектуальная готовность. На слайде вы видите, что должен знать ребенок 6-7 лет. То есть тот ребенок, который готов к обучению. Интеллектуальная готовность сама по себе вообще предполагает развитие внимания, памяти, сформированные мыслительные операции. Ребенок умеет анализировать, умеет обобщать, умеет устанавливать связи между явлениями и событиями, умеет делать выводы. Обязательно сюда же входит и развитие речи. У ребенка должен быть развит словарный запас по возрасту. Он должен уметь рассказывать рассказы, пересказывать на доступные темы, в том числе элементарные сведения о себе. Вот как раз на слайде вы видите, что ребенок должен знать свой адрес, название города, в котором он живет, название страны, ее столицы, имена и отчества своих родителей, информацию о местах их работы. Ребенок должен знать времена года, их последовательность и основные признаки. Название дней недели, месяцев, основные виды деревьев и цветов. И также ему следует уметь различать домашних диких животных, овощи, фрукты, понимать, что бабушка – это мама отца или матери. Иными словами, он должен ориентироваться во времени, пространстве и в своем ближайшем окружении. А вот, кстати, умение читать, писать, считать, решать элементарные задачки – это лишь навыки, которым, кстати, можно научить. Не зря педагоги, учителя начальных классов всегда говорят, читать мы научим, сами. Но главное научить умению ориентироваться в ближайшем окружении, в пространстве и во времени ребенку. Также можно развить интеллектуальную готовность родителям. Обязательно мы используем такие упражнения, которые могут развить у нас мелкие мышцы руки. Что это у нас? Штриховка, лепка, вырезание. Все, что делается в дошкольной образовательной организации с нашими детками. Также пространственная организация, координация движений мы должны с вами уметь развивать.
что такое выше, что такое ниже, вперед-назад, слева-справа. Мы можем вместе со своим ребенком прыгать выше, мы можем прыгать со своим ребенком вперед, мы можем наклоняться со своим ребенком назад. То есть такие упражнения, достаточно легкие, которые родители в состоянии выполнить со своим ребенком. Координация системы глаз-рука. То есть ребенок должен уметь, мы должны его научить с вами правильно перенести в тетрадь или там в альбомный лист простейший какой-то графический образ, узор, зрительно воспринимаемый на расстоянии. Все вы это делаете. Мы всегда что делаем? Когда мы ребенку даем первый раз в руку карандаш, да, ну там сначала мы обводим эту ручку, я сейчас говорю о дошкольниках 6-7 лет, мы пытаемся научить их буквам, правильно? И первая буква – это обычно буква имени ребенка, да? Например, я пишу букву А и говорю, это твоя буква, начало твоего имени, нарисуй ее тоже. Ребенок зрительно смотрит на эту букву и перерисовывает. Развитие логического мышления. Учим ребенка находить сходство и различия разных предметов при сравнении. Мы с вами просто находимся с ребенком, например, на улице, идем из детского сада домой, видим два дома. Один стоит высотка, а второй маленький одноэтажный дом. Вот мы обязательно ребенку, и ребенок вас обязательно спросит, два дома, да, почему они такие разные. Мы учим ребенка, мы объясняем, что в этом доме живет много людей, он состоит из стольких-то этажей, в этом доме живет одна семья, и тут всего один этаж. То есть вот учим на том, что видим вместе с ребенком. Также объединяем предметы в группы по общим сравнительным признакам. Ну, это тоже элементарно, всегда в быту у нас есть. Мы, например, даже, я не знаю, ну, те же простые овощи, фрукты, да, мы определяем по признакам, да, что растет у нас в саду на деревьях, что растет у нас в земле. С ребенком бываем все равно на даче, либо в магазине. Также можем обучить его объединять предметы по группам. Развитие произвольного внимания. Это ребенок должен уметь удерживать внимание на выполняемой работе в течение 15-20 минут. То есть обязательно, если уж мы что-то сели делать, там, либо он один сел рисовать для вас какой-то подарок, вы пришли вечером, сказали, я сегодня так устала и хотела бы, чтобы ты мне нарисовал букет. Ну, например, да? Вот ребенок говорит, нарисовал один цветочек, говорит, все, я устал, я больше не хочу. Нежно, ласково просим, что я хочу от тебя букет. Это должно быть минимум 3 цветка, да, например, или там, я не знаю, нарисуй мне солнце, и там должны быть деревья, ну, все что угодно. Именно в просьбе ребенка уговариваем продержаться на выполняемой работе не менее 20 минут. Далее как раз я вам некоторые упражнения еще покажу по развитию произвольного внимания. И развитие произвольной памяти. То есть здесь ребенок должен уметь опосредованно запоминать, то есть связывать запоминаемый материал с конкретным символом. Например, слово «картинка», либо слово «ситуация». Вы читали вечером книжку, я не знаю, там, какую можно книжку в дошкольном возрасте прочитать, такую не очень большую. Но обычно все равно дети любят сказки, и родители любят читать им на ночь сказки. Ну, пусть это будет... Пусть это будет «Малыш и Карлсон». Ну, например, да? И на следующий день вы выходите на улицу, и вы можете вместе со своим ребенком, пока идете в детский сад, разглядывать крыши домов. И, возможно, ребенок найдет ту крышу цветом, которая есть на картинке вашей сказки, да? На которой вот жил Карлсон как раз. Тоже... Я сейчас не говорю о том, что ребенок должен сопоставлять слово «стакан» с картинкой «стакан». Это достаточно просто и элементарно. Сейчас мы с вами говорим уже о том, что вы можете в ребенке развивать опосредованно. Вот как раз перед вами слайд. Тут всего 3 игры для развития произвольного внимания. Ну, например, счет вслух. Да?
Здесь мы предлагаем вести счет ребенку от 1 там, до 10 до 20, но после определенного количества чисел ребенок говорит «не собьюсь». Например, 1, 2, 3 не собьюсь, 4, 5, 6 не собьюсь и так далее. Но я хочу сказать сразу, что ребенок не будет играть один в эту игру, он будет играть в нее с вами. Поэтому вы тоже должны уметь это делать. Какой цвет, такой предмет? Здесь мы представляем, ну, например, там цветные карточки, да, ребенок должен как можно быстрее назвать предметы, которые соответствуют этой окраске. Кладем перед ребенком карточку зеленого цвета, он быстренько нам говорит, что это зеленого цвета может быть яблоко, груша, бабочка, лист, лягушка, и даже, может быть, он вспомнит свою курточку зеленого цвета. Найди, кто спрятался. Здесь мы предлагаем для рассматривания ребенку рисунки, в которых спрятались животные, птицы, рыбы. Вот сейчас на слайде вы видите пример такого рисунка, да? И ребенок должен найти как можно больше, здесь вот, например, фигурки животных, которые спрятались в лесу. Картинок в интернете достаточно много. Можно использовать и более сложные картинки, которые там нет цветной вариант и так далее. Ну, то есть усложняем, да? Достаточно легкие, можно совместно поиграть, попросить вместе с папой найти, кто больше найдет, папа или ребенок и так далее. Либо младший брат, сестра, либо старший. Мотивационная готовность. Что это такое? Это наличие у ребенка желания учиться. Да? Потому что обычно мы, когда спрашиваем дошкольника, ты хочешь в школу, да? Некоторые говорят, да, для чего? Я там встречу много друзей, я буду там играть, я не буду там спать в тихий час, как в детском саду. Да? Либо ты хочешь в школу? Да, хочу. Для чего? Я буду получать пятерки. Либо ты хочешь в школу, и сейчас все чаще и чаще встречаются дети, которые говорят, нет, не хочу. Ну, потому что опыт старших братьев и сестер дает о себе знать, да? Ну, в общем, задача наша с вами дать ребенку возможность желать учиться. То есть он должен идти в школу не для того, чтобы не спать, не для, ну, пусть даже друзья это хорошо, да, не для того, чтобы получать пятерки. Он должен знать, что он идет учиться. Как мы с вами будем это развивать как родители? Мы будем всегда формировать положительные отношения к школе, к учителю, к учебной деятельности, к самому себе. Всегда говорю родителям, что говорите о том, что учительница самая лучшая. Если это молодая, то она самая красивая. Если это все-таки учительница в возрасте, то можно сказать, что у нее самые красивые туфли. Потому что ребенок дошкольник, идущий в 1 класс, он пока еще не понимает, что у тебя там учитель самый сильный в городе, что там стажист и так далее. Да? Это важно для родителей. Ребенку важно немножко другое в данный момент. И поэтому вот можно положительные отношения вырабатывать даже таким образом. Рассказываем ребенку о своих школьных годах, но неплохо, как обычно у нас бывает, да? А стараемся что-то вспомнить интересное, что-то поучительное, да? Читаем вместе с ребенком книги о школе, рассказываем о школьных порядках, да? Говорим, что есть перемена, что есть урок, что надо идти в раздевалку, самим теперь раздеваться и так далее. Устройте ребенку экскурсию по будущей школе, показав ему, где он будет учиться. Вот это, кстати, одно из основных моментов. И вот мы, как специалисты по МПК, я в том числе, всегда рекомендуем все-таки в школу будущего первоклассника поводить ребенка, походить. Пусть не весь год, но всегда говорим, что познакомиться с учителями, с партой, с самой школой, с тем, что есть звонки, что есть перемены, очень важно для ребенка. И вот это вот не надо забывать. Или хотя бы попроситься на экскурсию, походить по школе, посмотреть все, чтобы и без конца восхищаться. И какие двери в школе, и какие лестницы, и классы хорошие, и дети замечательные.
Уважаемые слушатели, просим прощения. У нас тут были небольшие технические неполадки. Мы все восстановили и продолжаем с вами нашу работу. Итак, мы остановились на том, что для развития мотивации у ребенка, да, наличия желания ребенка учиться, мы еще будем использовать рисование, лепку, конструирование, а также самостоятельность и упорство. Да. Обязательно стараемся все-таки детей занять в кружках, либо в секциях, потому что именно, особенно спортивные секции, они влекут за собой вот это вот упорство и самостоятельность. Вот тут как раз на слайде такую картиночку вам подобрала. Собери портфель. Ребенку предлагается собрать портфель, чтобы он взял с собой в школу. Вот тут есть и игрушки, есть и школьные принадлежности. Вот таким образом можем понять, какова же у него мотивация к школьному обучению. Ну, это не всегда эффективно. Следующее – это эмоционально-волевая готовность. Она предполагает наличие у ребенка способности ставить перед собой цель, принимать решения о начале деятельности, уметь наметить план действий, выполнить его, да, проявив какие-то определенные усилия, оценить результат своей деятельности, а также уметь длительно выполнять не очень привлекательную работу. То есть, по большому счету, это способность сделать не только то, что хочу, но и то, что надо. Да? Не бояться трудностей, разрешать их самостоятельно. У ребенка должна быть адекватная самооценка и в то же время положительный образ себя. Уметь сосредотачиваться и управлять эмоциями тоже уже должен уметь в этом возрасте ребенок. Как мы можем сформировать эти качества? Только через игру. Игры учат спокойно дожидаться своей очереди, своего хода, с достоинством проигрывать. Наши дети сейчас в основном как проигрывают, да? Ну, не все, конечно, есть дети, которые проигрывают с достоинством. Но мне почему-то все время встречаются, которые не с достоинством проигрывают, рыдают, потом приходится все время им проигрывать. Должны уметь выстраивать какую-то свою стратегию и при этом учитывать постоянно какие-то меняющиеся обстоятельства. Здесь важно научить ребенка режиму дня и смене деятельности. Сейчас поиграем, потом позанимаемся, да, потом погуляем и так далее. Важно проявлять веру в ребенка, искренне поощрять, помогать и поддерживать. Ни в коем случае мы с вами, как родители, не говорим. Это, даже если мы не понимаем, что же слепил ребенок, да, то мы просто говорим: ой, кто это? Да, не надо говорить, а что это за зайка, когда ребенок лепил мишку, например. Да? То есть, ну, это уже мои шутки, но вот в то же время в каждой шутке есть доля правды. Мы стараемся поощрять ребенка искренне, радоваться его удачам, даже маленьким, и даже если он слепил совсем не того, кого надо было, то можно сказать, зато какого цвета у тебя замечательного это вылепленная работа. Обязательно, обязательно мы поддерживаем своего ребенка. Ребенок развивает в себе способность к волевому усилию постепенно, не сразу. И помочь в этом могут ему только родители. Все то, что вы говорите в семье, о школе, о ее роли в жизни ребенка, должно вызывать положительное эмоциональное отношение. Да? Мы всегда говорим: ой, все, тебе скоро в первый класс, какой ты взрослый стал, или какая ты взрослая стала. Да? То есть должны вызывать у ребенка интерес к новой социальной роли, да, школьника. Важно, чтобы вся вот эта вот наша сообщаемая информация, что ты скоро пойдешь в школу, что ты скоро станешь учеником, что ты уже взрослый, вызывала живой отклик и чувство радости у ребенка. Опять же, здесь читайте книги о школе, да, смотрите фильмы о школе.
очень важно, чтобы ребенок умел правильно оценивать себя и свое поведение. Мы не забываем с вами, что если ребенок привык к тому, что его постоянно хвалят и одобряют, а, а родители выполняют все его желания и капризы, то прогноз обучения будет не всегда утешительным. Да? Я не говорю сейчас абсолютно о всех детях, но надо знать, что, возможно, могут возникнуть проблемы, потому что, попав в коллектив, такой ребенок столкнется с непривычными для него требованиями, обязанностями, какой-то объективной оценкой его деятельности и вообще личности в целом. То, что педагог будет относиться к нему как ко всем, а не с особым вниманием, как он привык, да, и любовью, как к нему родители относятся, воспримется им как недоброжелательность, да, несправедливость. Могут возникнуть какие-то либо конфликтные ситуации, либо у ребенка может возникнуть стресс. Поэтому мы сразу должны ему говорить, что мы, родители, мы тебя любим, да, а в школе все дети равны, учитель не может любить, он любит всех детей, да, сразу весь свой класс и так далее. То есть объясняем ребенку, чтобы он не требовал какого-то к себе внимания более повышенного, потому что, опять же, повторюсь, что тяжело будет именно ребенку, вашему. Мы должны с вами уметь стелить соломку. Завышенная самооценка может вызвать неправильную реакцию на замечание ребенка. Да? И в результате может оказаться, что школа плохая, что учитель злой и так далее. Поэтому постарайтесь приучить его к большей самостоятельности. Хвалите не за каждый шаг, а за готовый результат. Не забываем, что в дошкольном возрасте вообще еще нет механизма произвольности, целенаправленного управления своим вниманием, речью, эмоциями, четкого, да, вот такого. Ребенок может долго возиться с игрой, либо легко запоминать стихотворение, но только если его эмоционально зацепила эта деятельность. То есть он делает это непроизвольно, ему интересна эта игра, либо ему понравилось это стихотворение, либо ему понравилось, как его с ним учит мама. Понятно. Всегда поощряйте усидчивость ребенка, когда он ее проявляет. Говорите о необходимости контроля над собой. Поэтому для чего это надо? Чтобы ребенок умел сконцентрироваться на инструкции взрослого, чтобы он умел слушать, да, ее и воспринимать, и выполнять. Можно развить это умение, давая ребенку какие-то несложные задания. Да? При этом обязательно просить детей повторить ваши слова, чтобы убедиться в том, что он все услышал и правильно понял. Да? Там, не знаю, опять же, 6-7-летним ребенком можно попросить даже вымыть посуду. Да? Вымой посуду, принеси мне, можно попросить ножницы, а потом сказать ножницы и карандаш, да, еще и память будем развивать. Вот таким образом ребенок должен повторять. Коммуникативная готовность. Это сформированность у ребенка потребности общаться с другими детьми и подчиняться обычаям и интересам детских групп. Способность принимать на себя и выполнять роль школьника. Мы с вами должны понимать, умеет ли наш ребенок общаться с детьми, проявляет ли инициативу в общении или ждет, когда его позовут другие ребята. Да? Наблюдайте за этим. Чувствует ли принятые в обществе нормы общения, готов ли учитывать интересы других детей или коллективные интересы. Часто тоже встречаем детей, да? Вы, наверное, тоже видите, что если это какая-то коллективная игра, то все сразу хотят, например, быть ведущим. То есть надо уметь все-таки детям объяснять, что ведущим будет каждый, но в порядке очереди, что надо уметь дождаться этой очереди и провести эту игру так великолепно, как никто ее не проводил никогда. То есть у ребенка должно быть к моменту поступления в школу достаточно разнообразный опыт общения с незнакомыми людьми. Как мы будем это развивать? Мы даем возможность ребенку самому устанавливать контакты с окружающими в поликлинике, на детской площадке, в магазине. Учим.
Каковы же признаки неготовности ребенка к школьному обучению? То, что могут увидеть родители. Это недостаточная самостоятельность ребенка, да, импульсивность, бесконтрольность поведения, гиперактивность, неумение общаться со сверстниками, трудность контактов с незнакомыми взрослыми или наоборот, непонимание своего статуса. Но тут можно поспорить, да, мы обычно что говорим? С незнакомыми не разговариваем, да? Но я сейчас имела в виду, что с незнакомым взрослым, например, в той же поликлинике или в том же магазине, когда вы рядом стоите, и ребенок не может, например, там попросить у продавца шоколадку, которую он хочет. Обычно как родители говорят, ну проси. Да, и продавец спрашивает, что тебе? Плохое развитие тонко координированных движений руки, зрительно-моторной координации. То есть ребенок не умеет выполнять графические задания. Вот вроде как мы всегда считаем, что такого ребенок не умеет штриховать, да, ровненько там. Но вот это имеет огромное значение в будущем. И на письме, и для чтения, и вообще для развития личности, оказывается. Манипулировать мелкими предметами, да? То есть обязательно ребенку даем возможность пальчиками работать. Если посмотреть, у нас мальчики похуже, девочки получше, но очень сейчас часто работают с бисером, да? Такая красота получается. Вот тоже можно, если им нравится, конечно, сейчас не говорю, что все посадить, заставить. Вон Наталья Александровна подсказывает, лего используют. Ну, лего у нас все детки любят. И вот все мельче, лего мельче, есть мельче. крупный, Да, есть лего мелкий. да. И в таком случае, конечно, лучше предложить мелкие детали, когда ребенок может построить что-то. Очень хорошо также развивает что? Элементарное раскручивание, закручивание гаечек, болтиков, очень много конструкторов в этом направлении, мозаики различные и так далее. То есть вот это тоже нужно отслеживать. Если ребенок не умеет этого делать, то, конечно, здесь стоит насторожиться и смотреть внимательно. Ну и вообще сейчас на этом слайде вы как раз видите итог, да, того, что вот мы вначале говорили о том, какие признаки, основные компоненты готовности в школе должны быть, да, мы все это перечисляли, говорили, как это развивать, и вот здесь вы видите сейчас, если это все не развито, да, то у нас ребенок, в принципе, не готов к школьному обучению. Недостаточно развита произвольная память, не умеет сосредоточиться на задании, не воспринимает или трудно воспринимает словесную инструкцию или иную какую-то инструкцию, например, письменную, да, либо рисунок. Знаете, вот эти, помните, игры, планы. Сейчас лето, сейчас дачи, возможно, вы пойдете в лес. Нарисуйте план. Небольшой, не надо вот этот сложный, как мы любим с вами взрослые. Небольшой, состоящий из 3 деревьев и 2 пеньков. И там положите ребенку конфету. Ну, может, сейчас конфет не всем можно. Что-то, то, что он хоть хотел бы. Любую ерунду, печенье он обрадуется, да? Но он будет искать это самостоятельно с помощью ваших вот этих стрелочек. Чрезмерная игривость, когда ребенок тоже все время хочет только играть и совсем не хочет рассматривать или читать книги с вами совместно, либо рисовать, тоже можно задуматься о том, что он еще не совсем готов в школе. Задержка речевого развития тоже влияет, да? Ну, либо это неправильное произношение, хотя не всегда неправильное произношение – это не готовность к школе. Ну вот бедный словарный запас, неумение выразить свои мысли, пересказать что-то тоже может говорить о том, что ребенок не готов к школьному обучению. Что мы делаем при этом? Мы пытаемся не пойти в этом году в 1 класс. Как правильно подготовить ребенка к школе родителю? Мы с вами учим ребенка различать право-лево. Обязательно ребенок должен это уметь. Показываем, как правильно укладывать в портфель книжки и тетрадки. Либо берем пакет, там еще что-то, да, если еще не купили портфель. Обязательно даже вы должны выучить с ребенком адрес и телефон хотя бы одного из родителей. Сейчас мобильные, они длинные, конечно, тяжелые по сравнению с домашними. Но и опять же, научите ребенка писать мелом. Да? Сейчас летом мы рисуем на асфальте. У всех, я вот смотрю, у всех, мне кажется, у каждого ребенка есть вот эта доска Мольберт, которая сейчас продается, она доступная, по-моему, цена. И вот дети на них очень хорошо рисуют, но мало того, что рисовать, попробуйте с ним поиграть в школу. Устройте с ним тренировочный урок. Научите не бояться и стесняться просить у строгого учителя разрешения выйти во время урока. То есть вы заранее должны объяснить, что учитель не такой строгий. Переносим на воспитателя.
Ведь она тоже, да, например, там, я не знаю, Лидия Ивановна строгая, но она же добрая. Ты же у нее отпрашиваешься там в туалет, либо попить. Да, страшно? Нет. То же самое с твоей учительницей. Никогда не бойся. Всегда должен уметь спросить. Если у вашего ребенка есть проблемы с речью, то мы, конечно же, будем стараться решить их до начала учебы. Сейчас очень много родителей ответственных, которые именно это и делают. Поэтому, конечно, лучший вариант, если ваш ребенок пойдет без нарушения речи в 1 класс. Составьте расписание, попробуйте прорепетировать школьный день. Опять же в игре, не то чтобы встали и сказали, так, все, сегодня, Машенька, мы с тобой репетируем школьный день, и в строгом всем порядке. Нет, давай поиграем в школу, и вот репетируйте вы школьный день. Вы в то же время тоже же можете побыть учеником. Показать сначала пример Машеньки, Машенька учительница, вы ученик, потом вы учительница, Машенька ученик. Но ребенок должен уметь выдерживать сидение за столом длительное, да? То есть поддерживаем ребенка своего во всем, я уже не первый раз это говорю, хвалим за дело, все говорим, что у него, значит, хорошо получаются буквы, хороший счет и так далее. Потому что ребенок должен быть уверен в себе. Объясняем ребенку, что он несет ответственность за учебу самостоятельно. Мы говорим о том, что мы зарабатываем на работе деньги, а его работа ходить в школу, зарабатывать новые знания для будущей жизни. Проверяем, умеет ли ребенок самостоятельно завязывать шнурки, застегивать пуговицы, молнии, складывать аккуратно свои вещи, переодеваться на физкультуру, на ритмику и так далее. Да? То есть вот наша с вами обязанность, как подготовить ребенка к школе. Еще раз повторю, читать, писать его научат в школе. Мы с вами должны вот это сделать все. И как мы должны с вами понять особенности развития своего ребенка? Понаблюдайте за своим ребенком, постарайтесь ответить себе на следующий вопрос. Умеет ли ваш ребенок играть в сюжетно-ролевые игры? Доступны ли ему игры с правилами? Есть ли у ребенка друзья? Умеет ли ребенок вступать в разговор со старшими? Умеет ли оценивать свои поступки? И есть ли у ребенка любимая игра, книжка, мультфильм? Да? Вот это вот как раз наши рекомендации вам как родителям для того, чтобы вы понимали, готов ли ваш ребенок на сегодняшний день к обучению в школе. И еще такой совет от меня. Лично всегда говорю его тоже родителям. Не старайтесь в ребенке увидеть ученика сразу. Знаете, такого десятиклассника. Да, вот у нас 1 сентября пошел. Учеником он станет намного, не намного, а спустя какое-то время. Да, вы должны это понимать. Потому что парта, ранец и книга не делает его еще учеником. Уважайте его жизнь, как жизнь ученика. И теперь уже не вы решаете, с кем он сидит за одной партой, да? А каким должны быть его взаимоотношения с одноклассниками. Вот это его собственные уроки жизни, которые очень важны для него сегодня, в данный момент, и для вас тоже. А мы, да, заканчиваем наш вебинар. Я вас всех благодарю. И заканчиваем мы его словами Леонида Абрамовича Венгера, нашего психолога замечательного, который говорил о том, что быть готовым к школе уже сегодня не значит уметь читать и писать и считать. А быть готовым к школе значит быть готовым всему этому научиться. Да. Спасибо большое, Анна Валентиновна. Как всегда, содержательно, интересно, доступно. Я думаю, что нашим слушателям было достаточно интересно. Если будут возникать вопросы, вы всегда можете обратиться в наш консультационный центр. Как попасть к нам, есть слайд на экране. То есть можно позвонить, можно записаться. Мы всегда готовы ответить на все ваши вопросы, провести консультирование, если возникают какие-то, может быть, трудности у вашего ребенка, может быть, у вас какие-то сомнения, да, по поводу, стоит ли поступить так или сделать вот это. То есть мы всегда готовы ответить на любые ваши вопросы. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. До свидания. До свидания.